Якутия вообще хорошо развивается, активно развивается. Но и бойцов нам на линию боевого соприкосновения дает таких, которых поискать. Во всем мире, наверное, нет. К нам поступает тревожная информация, что в республике Саха резко усилилась скрытая мобилизация. По сообщениям источников, в регион прибыла военная полиция из Хабаровского края. Перед ней, как утверждается, поставлен план набрать на контрактную службу 12 тысяч человек из республики Саха. Сообщается, что военные рекрутеры вместе с сотрудниками полиции и ГАИ уже проводят рейды в Якутске и в некоторых улусах. Dengan kami tak kuter kaya dan herendari wata. Ucuk atas tu hem bidit terserah. Anu walaupun itu pembangunan les kurina uji jawabut. Anu herendari. В первую очередь внимание обращают на людей из уязвимых групп, людей с зависимостями, долгами, судимостями и другими проблемами. В ходе рейдов на людей оказывают давление, добиваясь подписания контракта и последующей принудительной отправки на войну. Параллельно проходят поквартирные обходы, поступают звонки из военкоматов и вручаются повестки на военные сборы. По информации правозащитного проекта «Идите лесом», похожая ситуация фиксируется и в других районах России. На фоне этих сообщений о слухах возможной новой мобилизации, по некоторым данным, вновь резко выросло число желающих покинуть страну. Также к нам поступает тревожное сообщение о том, что молодых людей призывного возраста перестали выпускать из страны. Мужчин призывного возраста уже не выпускают за пределы России.